В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Уменьшить количество лесных пожаров. Какое решение для этого предложил полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев? Непонятные сгустки на воде и недоумевание жителей. Информация о загрязнении реки Вилюй проверяет Министерство экологии региона. Сотрясение головного мозга, перелом ноги и множественные ушибы. Почему водитель большегруза не справился с управлением? Лучшие из лучших. Якутия вошла в список топ-регионов инвестиционного рейтинга. Болеем за наших. Якутский боец Борис Федоров сегодня вечером выступит на международном турнире по профессиональному боевому самбо. Сложные маршруты на время. Гонки по бездорожью, Байная трофи прошли в алмазной столице. 20 лесных пожаров на площади 100 тысяч гектаров ликвидированы за сутки. Борьба с огненной стихией в Якутии продолжается по-прежнему. 5 класс горения леса по погодным условиям отмечен в Алекминском и Алданском районах. Основная масса очагов возгорания из-за интенсивных грозовых разрядов. Активно тушат 14 лесных пожаров в 7 районах Якутии. Локализовано 5 пожаров. Работы проводят 600 человек и 50 единиц техники. Если вы стали свидетелем пожара, то необходимо сообщить о возгорании. Номера телефонов вы видите на своих экранах. Уменьшить количество лесных пожаров поможет освоение территорий, считает полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его словам, несмотря на то, что правительство выделяет средства на профилактику пожаров, полностью прекратить их в лесах не удастся. Кроме того, вице-премьер отметил, что на такой большой площади, как в России, всегда будут возникать молнии и возгорания, связанные с человеческой деятельностью. Но власти будут с этим бороться. По мнению Трутнева, снижению числа пожаров поспособствует строительство лесных дорог. В свою очередь, новый закон о страховании жилья упростит получение компенсаций в случае чрезвычайных ситуаций и снизит нагрузку на бюджеты регионов. Проблемой в реализации может стать низкая мотивация жителей страны и недостаточная информированность в вопросах страхования, считают эксперты. Напомним, закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций вступил в силу 4 августа этого года. Регионы получили право создавать собственные программы страхования жилья. При этом сама процедура останется добровольной для населения. В случае введения региональной программы способы компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций из бюджета и от страховой компании будут синхронизированы. В плату за страховку может быть включена отдельной строчка в квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг, если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой. Информация о загрязнении реки Вилюй в Сунтарском районе проверяет Министерство экологии региона. На место происшествия выехали государственные инспекторы. В ходе проверки будет проведен осмотр территории акватории, береговой линии водных объектов реки Вилюй и отобраны пробы воды. Напомним, накануне вечером в соцсетях распространялась информация о ЧП на реке Вилюй села Вилючан Сунтарского района. Очевидцы обнаружили на водном объекте непонятные сгустки. С сотрясением головного мозга, переломом ноги и множественными ушибами доставили в больницу водителя большегруза. ДТП произошло в Алданском районе. Мужчина, следуя в сторону Нерингри, не выдержал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением и съехал на обочину, где транспортное средство опрокинулось. По словам водителя, он уснул за рулем из-за переутомления. Медицинское свидетельство показало, что водитель был трезв. А вот в Вилюйске, как оказалось, в ближайшее время не будет новых и безопасных дорог. В городе в очередной раз не состоялись торги на строительство и ремонт дорог. Конкурс был объявлен администрацией города 26 июля на сумму 75 миллионов рублей. 12 августа прием заявок был окончен, но ни одной заявки подано все-таки не было. Напомним, предыдущие торги в начале июля также не состоялись по причине отсутствия желающих. Что касается дорог Якутии в целом, то до конца августа в регионе сдадут еще 11 километров нового полотна. А в следующем месяце современных асфальтированных трасс станет больше еще на 20 километров. В республике продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Тему продолжит Саргалан Захарова.
До 2024 года процент региональных дорог, отвечающих всем требованиям безопасности и качества, планируют довести до 39%. Сегодня под эти критерии можно подвести всего 31% всех дорог. При этом трассы, которые находятся внутри городов, обновятся до 85%. На данный момент статистика показывает, что соответствует нормам всего меньше половины. Плохие дороги нередко становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Не только некачественное покрытие или ее полное отсутствие, но и проблемы с освещением, нехваткой знаков, затрудненной видимостью. Как показывает статистика, по результатам прошлого года в республике было зафиксировано 12 особо опасных участков, мест, где высока концентрация ДТП. В этом году из них хотят сократить до 11, а в перспективе 5 лет в 2 раза. На мой взгляд, самыми такими, знаете, явными проектами, которые будут менять жизнь людей, это два проекта. Это проект по безопасным качественным дорогам и проект по переселению людей из аварийного жилья. Два этих проекта я держу на личном контроле. По безопасным качественным дорогам в части региональных дорог работы все идут в норме. Мы никаких проблем не видим и уверены, что все будет выполнено в сроки качественно. Если говорить о работах, которые запланированы именно на этот год, то можно начать с цифры 122,4 километра. Такова общая протяженность дорог, ремонтируемых в 2019-м. Это 25 объектов. Что же касается уличных сетей столицы, то здесь до конца года должны ввести больше 25 километров. И на этот раз в план вошли не только центральные улицы города, но и одного из пригородов. Речь идет о Мархе. Марха 4 объекта. Это экспериментальная Якая Петерса, газовиков школьная. По экспериментальной 1250 метров подрядчик приступил к асфальтовым работам по укладке. Так, полотно, земляное полотно по всем объектам готово по Мархе. Безусловно, на столицу республики особое внимание и густонаселенность, и растущее количество машин, и плотный трафик. Но и объем работ здесь немал, да и перекрытие дороги особо не радует горожан. Но что поделать, придется немного потерпеть, чтобы буквально через месяц или 2 насладиться ровным асфальтом. Не можем попасть в адрес, и еще долго делает это дело, ремонт. На рабочем месте и домой приезжать никак не можем. Проезд к работе – это вообще ужасно, конечно. Вот моя рядом совсем, а теперь мне приходится идти вон с глазной больницы. Зачем сразу все дороги перекрыли? Можно было сначала одно сделать, потом второе. А то не знаю, на каком автобусе ехать, где они ходят. Стоит отметить, что в этом году, наконец, должны решиться вопросы с, мягко говоря, некачественными дорогами на улицах Петра Алексеева, Жарницкого, Хатынуряхское шоссе и Чайковского. Это именно те участки, которые много лет не давали жителям и гостям столицы спокойно проехать до нужного адреса. Беспокоенность есть о том, чтобы мы могли успеть в наших климатических условиях вовремя все дороги поставить. А у нас сегодня их 25,5 километров мы в этом году должны сдать. И деньги, те, которые у нас предусмотрены из дорожного фонда, местного бюджета, окружной администрации и федерального бюджета, мы должны 1,5 миллиарда этих освоить по городу Якутску в этом году. Если говорить о благоустройстве, то продолжается работа по освещению улиц. Свет прольется над дорогами с общей протяженностью в 8 километров. Уже загорелись фонари на автодороге НАМ. Там установили 29 столбов. Также появятся и в районах, и в столице республики в целом 12 светофоров и 963 дорожных знака. В этом месяце планируют завершить 2 объекта: ремонт автодороги Яна, где обновят 7 километров дорожного полотна, а также на трассе Умнас на участке с 66 по 70 километры. А в целом в план этого года вошли сразу 4 участка на дороге Кабяй, в том числе и мост через реку Тюгюэне. Также отремонтируют участок дороги Абалах с 35 километра до села Өлечей на трассе Алдан от Джибарики-Хая до реки Солонгдо. Появится мостовой переход через реку Аргахтах на автодороге Анабар. Всего выделят на все эти участки больше 1 миллиарда рублей. А в общем на реализацию проекта на региональном
региональных дорогах направят больше 25,5 миллиардов рублей. Из них чуть больше 1 миллиарда выделят федеральный бюджет, а большую часть затрат возьмет на себя республиканский. За счет увеличения акцизов на нефтепродукты появилась возможность финансирования программы на 12,5 миллиардов и почти на 12 миллиардов за счет текущих расходов Дорожного фонда Якутии. Отдельной строкой идет финансирование строительства дорог в столице. Здесь общая сумма составит порядка 9 миллиардов и практически поровну возьмут на себя 3 источника средств – федеральный, республиканский и городской бюджеты. А в целом на весь период реализации проекта безопасные и качественные дороги в республике Саха-Якутия выделят 34 миллиарда 519 миллионов рублей. 30 миллиардов из которых республиканские деньги. Таким образом, если работы пойдут по графику, то предстоящая пятилетка станет настоящим прорывом для всех жителей республики. Новые качественные дороги появятся и в Нерингре. В столице Южной Якутии продолжается капитальный ремонт улицы Карла Маркса. Это одна из центральных дорог, поскольку на протяжении долгого времени там практически полностью отсутствовала система водоотведения. Асфальт пришел в негодность. Капитальный ремонт проходит в рамках программы по развитию Нерингри как моногорода. Общая стоимость работ более 108 миллионов рублей, 90 миллионов расходов берет на себя республиканский бюджет. На данный момент у нас демонтировано порядка 4 километров бордюрного камня. Это как и основной бордюр, так и поребрик вдоль тротуаров. После 15 числа будут производиться асфальтно-бетонные покрытия. Также в этом году рассматривается водоотведение со стороны улицы Карла Маркса, Дружбы народов, Комсомольской правды. В этом году будет заменен бордюр полностью по всей улице Карла Маркса. И надеемся, что будет сделано сплошное асфальтирование со стороны Южно-Якутска до перекрестка Ленина-Карла Маркса. Теплоснабжающие объекты Анабарского района запустят в работу 15 августа. Интенсивная подготовка к зиме проходит в это время в арктических районах Якутии. Готовность теплоисточников превышает 90%, сообщил руководитель предприятия Виталий Чикачев. Напомним, первыми в республике заработали котельные Халайховского района. В свою очередь, на всех производственных участках Анабарского района заменили котлы, насосы и реконструировали магистральные тепловые сети общей протяженностью около километра. В середине августа по графику запустят тепло и в Нижнеколымском и Оленевских филиалах. Ждать подачи тепла в других арктических районах недолго. Его дадут в конце этого месяца. Все больше якутян переходят на раздельный сбор мусора. В столице региона работает пока единственный цех в Якутии по производству специальных урн. С прошлого года предприятие изготовило около 40 таких штук. Их можно увидеть в крупных компаниях города и детских учреждениях. Как делают эти урны и каковы планы компании, узнавала Анастасия Кобазева. Производство урны для сортировки отходов начинается с распиловки пластика. Занимается этим один человек. Кстати, распиловочный станок работники цеха собрали сами. Несколько движений и части для будущей урны готовы. Для изготовления продукта используют только качественный пластик. Пластик чисто российского производства. Его производят в Нижегородской области, в Пензе. Это первосортный пищевой пластик. Качественный? Да, качественный, да. То есть он не выделяет никаких запахов, не впитывает никаких запахов. Сразу после начинается сборка самой урны и вкладышей. С помощью специального аппарата, экструдера, мастер запаивает куски пластика. Мы даем время ему немножко остыть, потому что он горячий, сразу его снимать нельзя. После этого высверливаем, чтобы руками их доставать легче было для пальцев. Отверстие для пальцев. Вот так вот выглядит урна для раздельного сбора мусора на завершающем этапе. Осталось сделать крышку, нанести наклейки, а сразу после она отправится в столичный детский сад. Ведь хорошие привычки нужно прививать с раннего детства. Я делаю уже, конечная, это крышка для урны 4-секционной. Выпиливаем отверстия под разные виды отходов. Клеим соответствующие наклейки.
Чтобы сделать одно такое изделие, понадобится целый день. Сколько в ней будет секций, цвет, размер, зависит от заказчика. В компании производят и морозостойкие урны. Обычно они черного цвета и способны выдержать даже 60-градусный мороз. В дальнейшем цех планирует производить до 15 урн в месяц. Главное, что спрос есть. В регионе работают ряд компаний по переработке отходов. Ребята уже начали плитку делать из мусора, из пластикового, там в Нижнем Бестяхе. А есть еще одна фирма, они делают из бумаги, из мусорной бумаги утеплитель. Поэтому спрос на мусор есть в качестве сырья. Уже через 5 лет в Якутии планируют обрабатывать, только вдумайтесь, не менее 60% мусора. Поэтому уже сейчас нужно задуматься о раздельном сборе отходов. Ведь от этого зависит наше будущее. Анастасия Кобозева, Григорий Хлопков, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее на телеканале Якутия-24. Лучшие из лучших. Якутия вошла в список топ-регионов инвестиционного рейтинга. Болеем за наших. Якутский боец Борис Федоров сегодня вечером выступит на международном турнире по боевому самбо. Сложные маршруты на время. Гонки по бездорожью «Байонет Трофи» прошли в алмазной столице. Вы смотрите итоги уходящего дня на Якутия-24. Якутия вошла в список регионов, выполнивших поручение президента России Владимира Путина по вхождению в топ инвестиционного рейтинга. Из регионов Дальнего Востока задачу по повышению инвестиционного рейтинга выполнили только Якутия и Камчатский край. Напомним, что в 2017 году глава государства поручил субъектам макрорегиона войти в топ-30 национального инвестиционного рейтинга страны. Задача достаточно сложная, так как это конкурентное пространство. На сегодняшний день у Якутии 22 место, у Камчатского края 28. Завтра в России свой профессиональный праздник отметят археологи. В преддверии этого дня сегодня в Москве состоялась пресс-конференция директора Института археологии Российской академии наук. На ней рассказали, какие удалось сделать открытия в этом году и где в стране проходят главные раскопки. Что на пресс-конференции рассказали о Якутии, мы узнаем у нашего корреспондента Максима Кардоза. Максим, приветствую, с нетерпением ждем информации о Якутии. Приветствую, Андрей. Да, действительно, о Якутии сегодня говорили на пресс-конференции. Республика у нас большая, для историков интересная. И вот были такие значимые находки на территории нашей республики. Это и находки каменного века, позднего средневековья. Но, если честно, последние годы каких-то крупных экспедиций из центра в наш регион не было. Хотя сейчас археология на подъеме. Только за первое полугодие было выдано больше 1600 разрешений на проведение различных раскопок. И в основном они проходят, конечно же, на юге нашей страны. Это Самарская область, Ростовская, Краснодарский край, Крым. Вот там действительно работают такие крупные, большие группы ученых, причем по несколько лет в поисках артефактов. Хотя, по секрету, я вам расскажу, что в этом году каких-то сенсаций исторических сделано не было. Никаких мощных курганов не разрыли, никаких кладов не находили. Но ничего страшного, ученые не расстраиваются. Самое главное — продолжать исследования. А исследования продолжать действительно нужно, потому что Россия очень большая. Если вот возвращаться к Якутии и к северным территориям, они очень мало исследованы, туда ученые практически не заходят. Вот в этом году впервые практически была отправлена группа ученых на Камчатку. И на пресс-конференции эксперты шутили, что вот Камчатка, да, то есть Якутия по сравнению с Камчаткой, вот наша республика — это просто супер-мега археологически исследованный регион. Ну, давайте вообще послушаем, что же говорили о нашей республике. Безусловно, работы ведутся. Вот, и Якутия очень интересна, она идет своими памятниками палеолита, вот, которые вызывали много споров, которые, безусловно, интересны. Она интересна своими памятниками позднего, вот этими могильниками позднего времени, могильниками 17-18 века, раскрывающими специфику ее традиционной культуры. И, безусловно, эти работы должны поддерживаться, и должны быть специальные проекты, которые вот, ориентированы на раскопки в этих регионах. Андрей, наверное, нужно сказать о том, что Якутия и вообще северные территории нашей страны интересны для археологов, для историков с точки зрения вечной мерзлоты, потому что именно во льдах сохраняются хорошо предметы из органики. И вот их бы ученые хотели бы находить и дальше. Андрей?
Ну, действительно, год пока еще не закончен, поэтому, возможно, еще все-таки стоит ждать новых каких-то сенсационных открытий и находок. Максим, спасибо. На прямой связи из Москвы, где сегодня состоялась пресс-конференция директора Института археологии Российской академии наук, был наш корреспондент Максим Кардозу. Открытый конкурс на лучшие произведения о современной Якутии объявлен в регионе по указу главы республики Айсена Николаева. Конкурс посвящен столетию образования Якутской АССР. Об этом объявили сегодня во время вечера памяти народного поэта Якутии Леонида Попова. Как известно, у конкурса 3 номинации – поэзия, проза и драматургия. Участвовать может каждый желающий, даже авторы из других регионов. Продлится он до 2022 года. На заявки можно будет отправить совсем скоро на одной из электронных площадок региона. Положение и порядок проведения находятся на стадии разработки. Чтобы появились новые имена, чтобы у литераторов, у людей, которые занимаются этим тяжелым писательским трудом, была, во-первых, мотивация, во-вторых, к ним интерес. И в целом общая задача, наверное, каждого из нас, кто работает в сфере культуры, в сфере искусства, сохранить преемственность поколений. Писатели, поэты, в чем их величие? Они же не живут только свой век. Они живут вечно. И чем долго мы их помним, тем величие их тянется. Работодатели из разных районов республики нашли потенциальных сотрудников. В Якутске прошел фестиваль молодежной занятости «Вокфест». Какие условия и вакансии предложили работодатели, расскажет Саргалана Федорова. 56 работодателей и более 1500 вакансий. Молодежи предложили работу не только на территории республики, но и Дальнего Востока и за его пределами. Например, для молодых людей это военная служба по контракту. Мы проводим отборочные мероприятия, медкомиссия, профотбор, сдача нормативов по физической подготовке. Он контракт заключает на 3 года, если он проходил службу по призыву. Если службы нет и имеет высшее либо специальное образование, среднеспециальное, то он тогда заключает на 2 года. Большинству молодежи нужна работа в сфере обслуживания, торговли, экономики и права. А вот Петр Дубровский давно желает устроиться строителем. Ему и сегодня не подвернулась работа по специальности. Поэтому Петр планирует пойти учиться на сварщика или сантехника. В этом году закончил строительный. Так и не мог найти, в основном уже спецы имели, чтобы с 5-го разряда. В Якутии в основном 5-й разряд нужен. Столер. Ежегодно на рынок труда выходят порядка 9000 молодых специалистов. Из них лишь более половины трудоустраиваются в год выпуска. Но все же найти работу при желании возможно. Это подтверждают и цифры. В Якутии на 10 безработных 8 рабочих мест. На сегодняшний день у нас 370 молодых человек в возрасте до 30 лет официально ищут работу в городе Якутске, что составляет примерно 20% от общего числа обратившихся за поиском работы. Каждый смог пообщаться с представителями организации и получить полезную информацию об условиях заключения контрактов, уровне заработной платы на конкретных рабочих местах. И даже подать резюме удаленно. Ярмарка не ограничилась одними вакансиями. Соискатели ознакомились с проектом «Местные кадры в промышленность» и порталом «Работа в России». Сегодня найти работу стало гораздо проще благодаря всероссийскому порталу «Работа в России». Здесь растянулась длинная очередь, чтобы узнать, как зарегистрироваться на портале. В базе данных более 1 миллиона вакансий. Ярмарку посетили более 2000 человек. Многие нашли подходящую для себя вакансию. Их пригласили на дальнейшее собеседование с работодателями. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Сегодня в 3 часа ночи по местному времени болеем за нашего земляка, бойца Бориса Федорова. На престижном международном турнире по профессиональному боевому самбо платформа С-70 весовой категории до 66 килограмм. Якутянин встретится с бразильским файтером Леандро Лимбергером. Турнир в прямом эфире будут транслировать на телеканалах «Матч Боец» и «Матч Страна». Начало 21 час по Москве, а по якутскому времени это 3 часа ночи. Напомним, Борис Федоров – победитель и участник турниров по современному панкратиону МФП и King FC. В профессиональных боях у него на счету 7 побед и 1 поражение. И, конечно же, по традиции главным гостем международного турнира станет президент России Владимир Путин. Настроение сегодня хорошее у нас. Борис удачно прошел весогонку. В данный момент он восстанавливается. Так что завтра держим кулаки, чтобы наш земляк, наш брат, только была у нас победа, чтобы Борис выиграл.
Гонки по бездорожью Байнай Трофи провели в алмазной столице. Экипажи внедорожников и пешие спортсмены соревновались в прохождении сложных маршрутов на время. Анна Винокурова сопровождала их на протяжении всей трассы и расскажет о сложностях маршрута. 48 километров беспрерывного испытания, бездорожье, водные преграды, кочки и опасные повороты. Впрочем, за такую динамику и любят Байнай Трофи мирнинцы. На этот раз соревнования прошли в 3 классах. Класс спорт – это подготовленные джипы, класс стандарт – это стоковые джипы, и пешие – просто человек с фотоаппаратом, GPS может прийти, поучаствовать в этих соревнованиях. Соревнования проходили по линейному трофи. Участники на время должны найти 26 точек под GPS. Причем отмечать надо обязательно по очереди. Одна невзятая точка и целый час штрафного времени. А вот так из последних сил финишировали пешеходы. В Байнай Трофи они в этом году участвуют впервые. Настоящий герой среди пешеходов – это 10-летний Сережа Лангунов. Сегодня наравне со взрослыми мужчинами он пробежал всю трассу и занял вместе с отцом 3-е место. Я ходил на карате, где мы бегали круги на Олимпе. Это стадион такой. Мы там бегали очень много. Потом еще тренировались. И, наверное, вот так вот я подготовился вот к этому забегу. Мне было очень тяжело, и трасса была сложной. В классе спорт в положенное время в 9 часов вечера ни один экипаж не финишировал. Поэтому победа досталась Станиславу Узун и Павлу Агафонову, которые нашли всего 11 точек из 26, но вернулись на финиш из-за неполадок с машиной. Машина у нас подломилась, и мы вернулись раньше. И за счет этого мы финишировали все-таки, не были дисквалифицированы. И получилось так, что у нас 1-е место. Ну и еще мы часть дороги задом ехали. Да. У нас перед колесо клинило, и мы ехали задом. Сломалась машина, и нам пришлось выползали задом. Уже близко к финишу у нас заработало нормально колесо в обе стороны, и мы уже вышли сюда по-нормальному. Не задом приехали. Это была неожиданная победа для вас, да? Вообще неожиданно. Ну, просто приехали ребят поздравить, как бы, машину поставили, приехали, а тут, оказывается, такие сюрпризы. В классе стандарт победа досталась Владу и Александру Вершининым. Среди пешеходов 1-е место занял Василий Горохов. Гонки Байнай Трофи – уникальная забава для зрителей, а вот для участников – время, проведенное в удовольствие. Анна Винокурова, Татьяна Тестова, Илья Засухин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Такими событиями нам запомнился этот день. Я с вами прощаюсь. Удачного вечера.